Добрый день, уважаемые студенты, уважаемые гости, уважаемые земляки, татары. Редактор Лукьяна сказала, что она уже прочитала в Волжской колонии сообщение о том, что возник первый татарский общественный центр. В принципе, президент именно того татарского общественного центра, о котором она прочитала, я на сегодня и являюсь. Моих личных заслуг, к сожалению, в воскресной школе для открытия никаких нет, но, конечно, наши ветераны, Дулов, Диров и иные, чьи фамилии вот всех сразу не вспомню, безусловно, имели непосредственное участие и роль в открытии этой школы и в ее работе. Хочу чуть-чуть отвлечься. Кто-то, может быть, видел по центральному телевидению, многократно показывали сюжет, когда дочь одного из морского офицера, русского флота, который эмигрировал после окончания гражданской войны в Тунис, она где-то в начале 2000-х годов давала интервью центральному телевидению, достаточно хорошо, сносно говорила по-русски. Но рядом бегали ходили ее дети, ее внуки, они русским языком уже не владели. Хочу сказать, что потребовалось всего от 2-3 поколения, и люди на чужой земле свой язык забыли, потому что не было условий. И могу сказать, что с гордостью сказать, что татарский народ, который почти 500 лет уже живет в иноязычной среде, свой язык и культуру сохранил. Это, безусловно, качество, менталитет, свойства народа, который когда-то имел государство. Но хочу также сказать, что это стало возможно только потому, что было много-много татарских сел с компактным проживанием татарского народа. На сегодняшний день уже почти 20-30 лет ситуация меняется коренным образом, и все больше становится городского татарского населения. И если мы можем гордиться, что всего лишь через 7 лет после открытия начала деятельности сельской школы возникла нормальная муниципальная школа Яхталек, где училось сначала 179, по-моему, человек, то, к сожалению, для открытия второй татарской школы нам не хватило и 17 лет. И до сих пор такую школу мы сама не имеем. И должен сказать, что уже неоднократно говорил, повторюсь, может быть, на 90 с лишним тысяч татарского населения Самарской области существует всего лишь одна татарская школа, где учатся 440 детей. И осталось, а вместо 47-50 школ в татарских деревнях, где татарский язык тоже учили, осталось всего 10. Поэтому мы можем легко спрогнозировать, не имея высшего образования, не имея никаких научных степеней, что же станет с нашим языком и через сколько лет мы по-татарски разговаривать не будем. В этой связи хочется сказать, что с высоким душевным подъемом, как говорили в советское время, недавно посмотрел интервью Валентины Ивановны Матвиенко, нашего председателя Совета Федерации. Это второе лицо государства, председатель Верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации. Да, она давала интервью о том, что же будет с крымскими татарами, как они хорошо будут жить в составе Российской Федерации. Вы знаете, я действительно очень порадовался. С одной стороны, и чуть-чуть удивился с другой, потому что, с одной стороны, если крымские татары действительно станут еще одним субъектом Российской Федерации, и у них действительно будет хорошее национальное образование, телевидение, радио и все условия, и у них будет своя квота в крымском меджлисе, которым 20 мест, по-моему, уже обещаны. Прекрасно. И у нас есть надежда, что тогда, глядишь, по примеру крымских татар, неплохо заживут и татары волжские, сибирские, астраханские. И это меня очень порадовало. Но я хочу сказать, конечно, то, что у нас только одна татарская школа, нет ее в Тольятти, нет ее в Новокузнецке, нет ее полноценной в Сызрани. Это, конечно, прежде всего и вина, и заслуги нас самих. Это нужно преодолевать. И я думаю, что общими усилиями, если мы будем говорить, что действительно, ведь татарская школа Яхталек, где учатся уже несколько лет больше 400 детей и несколько классов начальных уже, 1, 2, 3 класс, она во всех отношениях показала, что это далеко не худшая, одна из лучших школ городского округа Самара, Самарской области, и вошла в число 100 лучших школ Российской Федерации. Поэтому мне хочется... Задача управления и общественной деятельности всегда состоит в том, что нужно помогать убогим, нищим, бедным, бестолковым и поддерживать талантливых, устремленных, целеустремленных, настойчивых. Я думаю, что если и городская администрация, и областная теперь, потому что вопросы образования перешли в ведение губернской администрации, не будут нам мешать, не будут помогать, чтобы школ татарских становилось больше. И тогда, я думаю, это обязательно поможет
усилить потенциал не только татар Самарской области или татар Российской Федерации, а всей Самарской области и всей Российской Федерации. С глубокой верой и надеждой в это президент Самарского областного татарского общества Тугантек, которому тоже в этом году стукнуло 25 лет, или стукнет до сих пор еще, но еще не стукнуло. Сразу хочу сказать, всем, которые когда-то проявили пассионарность и настойчивость, и которые сказали, мы татары и будем татарами, просто сказали, мы татары и будем татарами. Если я думаю, что сегодня из 127 тысяч татар, которые проживают прописаны, зарегистрированы на территории Самарского, хотя бы половину так скажут, у нас не будет никаких проблем. Если мы захотим, и школа будет, и конференция пройдет, и День культуры пройдет, все будет. Надо только нам захотеть. Но не одному, двум, трем, а нам, татарам, всем захотеть. Или хотя бы наиболее ее активной части. Спасибо за внимание, с праздником. Я думаю, что эти праздники у нас уже будут. Дмитрий хорошо подсказал, я думаю, у нас обязательно будут следующие юбилеи. Значит, мы надеемся, что у Яктылык и у вас школы будут учить 50-летие, 75-летие, с Божьей помощью, с помощью городской администрации, областной администрации и всей верховной российской власти. Спасибо за внимание.